Бисмиллахи рахмани рахим. Сура Инширах или же сура Шарх. Раскрытие. Сура известна тем, что в этой суре описывается духовная операция пророка, которая была сделана во время Исра и Ми'раджа. Всевышний Аллах в Коране говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, в этой суре: «Алям нашрах лака садрак». Разве мы не раскрыли тебе грудь? История описывается, как пророк, когда был в возрасте 6 лет, ангел Джабраиль алейхиссалям совершил духовную операцию и взял из сердца кровь, сгусток крови, который называется удел. Удел означает то, что суждено, то, что предписано, то, что предначертано в ляухуль махфуз, то есть в доске скрижали. Как это мы видим из хадиса, слово удел насыбука юсыбука валякана тахталь джабаль. Нәрсе насып булса и реше, хатта тау астында булса да. Валякана тахталь джабаль, даже если под горой, насыбука, если суждено, предначертано, предписано, юсыбука будет твоим. Это изречение пророка. Поэтому отсюда вывод, значит, что означает удел? Это означает, что сатана имеет каждому из людей доступ на нашем 21 веке. Самое подходящее слово – доступ. То есть, учитывая этот момент, что в сердце есть сгусток крови, значит, это его удел, это его, можно сказать, пропитание. То есть, это то, что ему суждено, то, что он должен взять. Как в хадисе, если суждено под горой даже, он будет твоим. То есть, хоть что делай или не делай под горой. Если суждено, даже под горой он спрятан, он будет твоим. И наоборот, если не суждено, под носом, пропитание ли это, еда ли это или что-либо, это не будет, если не суждено в судьбе. То есть, ляухуль махфуз, доска скрижалей. И из этой операции мы видим, что не было удела у сатаны только к одному человеку в мире, и это был пророк. То есть к пророку у него удела больше не было, потому что ангел Джабраиль алейхиссалям его вытащил и смыл с источником, с водой Каусар. И теперь у пророка сердце было без того, что суждено взять шайтану. Но данная операция была только сделана одному пророку, у нас этого не было, поэтому получается вывод: каждому из нас есть доступ для сатаны. Поэтому он, используя все ходы-выходы, использует человека как радиоуправляемая машина. То есть куда хочет, туда и крутит. Но основной двигатель как раз-таки не в пульт управления, а в человеке. То есть основной двигатель все-таки человек. Поэтому мы здесь не можем сказать, что виноват сатана. Потому что он не имеет двигатель, а двигатель у нас. Поэтому мы выбираем повернуть направо или повернуть налево. Но суть только не в этом. Есть еще более глубокий смысл. Это мы видим из изречения пророка, хадис. Пророк говорит: «Иза дахаля нуру фил кальби иншараха». Қаліпке нур кірген заманда ол қаліп ашылыр. Ол йөрәк хикмәт, хакикатькә ачылыр. Ничек ишек ачыла, шулай қаліп та ачыла. Когда открывается, когда заходит нур, свет Божий в сердце, тогда сердце раскрывается. Как эта сура и переводится, раскрытие. Поэтому это является одним из ответов на вопрос, как же сделать так, чтобы у шайтана не было доступа в сердце. Вариант из ответов. Первый – это чтобы нур заходил в сердце. Что означает шайтан заходит в сердце? Это означает, что сердце начинает иметь плохие мысли.
Уже много раз говорили, что не голова основной элемент, а сердце. Это уже доказано в 21 веке, что именно в сердце начинаются все мысли. И за мысли уже человек отвечает действиями, ногами и руками. Сначала подумав, потом действие. И таким образом, когда человек берет нур в свое сердце, он раскрывается для истины и для мудрости. Таким образом, вход в сердце человека у сатаны сужается. И также наверняка знаете молитву дуа пророка Муса, алейхиссалям. Бик мәшһүрле дуа «Рабби шрахли садри». Бу Муса пәйгамбәрнең дуасы «Рабби шрахли» «Әй Раббым, минем өчен аш садри күңелемне». Күңелне дигәне инде ул калп сүзенең бер алмашлык булып килгән сүзе. То есть в данном случае садри означает не только грудь, а сердце, то есть кальб. Поэтому молитва Мусы алейхиссалям переводится как «О мой Господь, раскрой мне мое сердце». То есть сердце, чтобы туда заходил свет, нур Всевышнего и мудрость. Дальше в этой суре Всевышний Аллах говорит, что Он поднял зикр пророка. Это означает, что мы, хоть и не видели пророка, хоть и не было рекламы, как телевизор, радио, интернет, но мы все в курсе, что пророк был, и все люди знают о нем. То есть Всевышний Аллах действительно, мы видим, доказывается, что Он его поднял, его поминание, что на сегодняшний день все о нем знают. И верные, и неверные, и не мусульмане знают о пророке, кто он и как он жил. И это мы видим из правителя учиться, еще раз учиться. То есть люди знали и Коран, соответственно, и пророка тем более. И дальше в этой суре говорится «Фаина ма'аль усри юсра». Поистине вместе с тяжестью есть облегчение. «Инна ма'аль усри юсра». Поистине вместе с тяжестью есть облегчение. В Коране, если какое-либо слово или аят повторяется 2 раза, значит, там есть какой-либо особый смысл. И этот смысл, первое, это вид. То есть, если первое предложение переводим «поистине есть с тяжестью облегчения», то второе переводим по-другому. Поистине с тяжестью есть определенный вид облегчения. Какой-то вид. Вид облегчения. Есть вид облегчения и есть вид наказания. Например, если вспомнить хадис пророка «Ашаддуль бала аля анбия». «Иң шиддатлы бала пайгамбарларга» дигән пайгамбарыбыз. «Иң шиддатлы бала пайгамбарларга». Беләбез, пайгамбарларның балалары, алсак Юнус пайгамбарны, балык эчендә булды, ул бер бәла. Алсак Аюб пайгамбарны, ул булды шир иясе, ул да бер бәла, балалары үлде. Алсак пайгамбарны Сулейман алейхиссалам, ул булды бай, ул да бер бәла. Ягъни факыйлык булса бер бәла, байлык та бер бәла. Һәм дә пайгамбарыбызны алсак та уллары үлде, ул да бер бәла. Шуңа күрәбез ки, бәләләр чынлап та килде иң көчлесе пайгамбарларга. Ашаддуль бала, говорит пророк, самый мощный наказание, даже не наказание, а бала будет испытание, беды аляль анбия пророкам. И по истории пророков мы знаем, как пророки были испытаны бедностью, богатством, как Сулейман алейхиссалям, он был богатым, и это было его испытание. И как Юсуф алейхиссалям был братьями
продан в рабство и в колодец опущен, из колодца с Зулейхой в тюрьму попал, из тюрьмы стал визирем. То есть во всех историях пророков мы видим мощные испытания. И также мы знаем, как пророк потерял сыновей, это тоже является испытанием. И тут возникает вопрос, почему пророк сказал «Ашадуль бала аляль анбия» – наимощнейшая беда испытаний пророкам. Почему сказал? Потому что это факт. Но образуется другой вопрос, почему Всевышний испытывал пророков? Здесь можно вспомнить хадис пророка, когда он с женами и со сподвижниками общался, он сказал, что кто любит меня, то есть пророк говорит, пусть готовится к бедности, а кто любит Аллаха, пусть готовится к проблемам. Вывод, значит, кого Всевышний любит, того испытывает проблемами. А если человек любит пророка, он будет испытан бедностью. Насчет богатства и бедности отдельная тема, здесь уже каждый индивидуально размышляет. Здесь судить строго про бедность или про богатство – это отдельная огромная тема, но хадис поверхностно как понимается, что если человек любит пророка, он будет испытан бедностью. Но испытан не означает, что он будет вечно бедным, а означает, что будет испытан. А испытание, оно временное. Как на примере предводителя нашего мазхаба Абу Ханифы. Он был очень бедным, и лишь потом, когда он прошел испытание, он разбогател, что одевал рубашку раз в день. Дальше он его дарил. На другой день одевал вторую новую рубашку, дальше он его дарил. Третий день одевал новую рубашку, и он его дарил. То есть он не имел привычки, как у нас, иметь летнюю одежду в шкафу, зимнюю, весеннюю, осеннюю и огромные запасы погреба. У него такого не было. Потому что у него была вера сильная, что он знал, что завтра его Всевышний накормит. У нас уже, опять же, возник вопрос, это уже тоже огромная тема. Про упование и про запас. Мы же говорим про испытание пророков и про испытание нас. Значит, вывод, если мы любим пророка, мы будем испытаны бедностью, если мы любим Всевышнего, мы будем испытаны проблемами. И вот в этом аяте Всевышний говорит, что поистине после тяжести есть облегчение, и во втором аяте говорит то же самое, но мы добавляем вид, то есть какой-то определенный вид. Как мы говорили, вид бедности – это есть наказание, или же вид наказания – это богатство, тоже наказание. И также здесь вид облегчения. И второй смысл добавляется в эти аяты – это поистине вместе с тяжестью есть облегчение, и поистине вместе с тяжестью есть специально присущее к этой тяжести облегчение. Это второй смысл. Яғни бірінші түрлі айтканда мәғінесі дүрісікті ауырлықтан соң болыр жеңірлік, дүрісікті ауырлықтан соң болыр нендейдір, білмейбіз нендейдір болса жеңірлік. Екінші мәғінесі ise хусуси жеңірлік. Яғни ауырлыққа махсус болған, аны да Аллах қана білә, нендей махсус, хусуси, махсус жеңірлік болыр деп әйтә Аллах Тәала шушы аятларда. Һәм дә ахырғы аятларында да Аллах Тәала әйтә: "Фаиза фарагта", кайчан син бушыйсың? Тәфсирдә әйтә намаздан соң дигән, намаздан соң бушагач, ләкин бу тәфсир. Аятка карасак, намаз сүзе күренми. Фаиза кайчан фарагта бушасаң, фансаб тотын. Ягъни үч кенә сүз. Кайчан бушасаң, шунда тотын. Ләкин нәрсәдән бушасаң әйтелмәгән. Шуның өчен әйтергә була намаз, әйтергә була нинди дә булса бер шөгыль. Билгеле рәвештә мөселман кеше һәр вакыт булырга тиеш мәшгуль. Нәрсә белән булса да, ахират өчен һәм дөньясы өчен. Һәм дә намаз дигән фикерне алсак, бу да Катада дигән галимнең сүзе, һәм дә Даххак, имам Даххак алар әйтәләр: "Фаиза фарагта мин ас-салати фансаб фи ад-ду'a".
Кайчан намазасын бушасаң, шул вакыт тотын дұғаға, яғни дұға қыл намазға қадір, икенче намазға қадір. Дұға қыл дегеніміз енді сыра деген сөз, яғни юлда барғанда, іш эшләгәндә, икенче намаз вакытына қадәр сыра. Бұда күргәнебезчә сыра дигәч нәрсә була? Әмір, Аллаһның әмере. Яғни фарызға әйләнә инде әмер булгач. Кем инде сорамаса, мөмкинчелек туа нинди сүзгә? Самат сүзенә. Яғни кеше саматка әйләнсә, самат нәрсә ул? Беркемгә дә мохтаҗ түгел. Ә ул сыйфат кешегә махсус түгел, тик Аллаһка гына махсус. Шуның өчен кеше мәҗбүри сорарга тиеш һәр вакыт. Булса да сорарга тиеш, дәвамын сорарга тиеш, бәрәкәтен сорарга тиеш, хәйрен сорарга тиеш, шәрдән ераклашканын сорарга тиеш. Сораган сәбәпле ул үзенең Аллаһка мохтаҗлыгын күрсәтә. Шул сәбәптән Аллаһ Тәгалә җәза бирми. Сорамаса инде җәза бирергә мөмкин. И в конце данной суры Всевышний Аллах говорит, когда ты освободишься от чего-либо, фанса, приступай к другому делу. По мнению ученых Катада и Дахак, это намаз. То есть Всевышний Аллах, как они говорят, подразумевает, что когда освободишься от намаза, то приступай к мольбе. То есть проси у Всевышнего Творца все, что хочешь. Чем больше человек просит, тем больше он доказывает, что он является рабом. То есть, получается, от 2 джумура, получается, намаза до послеполуденного намаза, если спрашивать на работе, за рулем ли, или где угодно спрашивать языком, или душой, или сердцем, это означает, что мы выполнили данный приказ Всевышнего Творца. Если же мы забываем спрашивать, то есть шанс попасть на гнев и наказание Всевышнего, потому что если человек не спрашивает, он является самодостаточным. Потому что только самодостаточный ни в ком и ни в чем не нуждается. А мы являемся рабами того, кто является сам ас-самад, который говорит в суре Ихляс. И в конце аята Всевышний Аллах говорит: «Ва иля раббика фаргаб». Хам Аллах Та'аляга юнал. Алла инна ахсанал калам